Вы смотрите новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. В начале выпуска вкратце о главных темах. Без крыши над головой. В таком состоянии было, сама не знала, что делать. Как помочь восстановить жилище многодетной матери, узнавал Тагир Валиди. Профессиональный разговор на языке цифр. Финансисты понимают и без слов видят цифры. С какими финансовыми показателями республика подошла к концу года, расскажет Дмитрий Аренин. Новый год в условиях коронавируса. Безусловно, новогоднее настроение увеличивает число контактов между людьми. И я еще раз призываю наших жителей не расслабляться. Об эпидемиологической обстановке расскажет Иван Сарафанов. Новое место в Казани, где можно почитать книги и вкусно поесть. Это уникальный дом, где можно приходить, проводить личные и профессиональные мероприятия. Подробнее Амир Сабиров. Случилась беда, мимо которой нельзя пройти. Мы начинаем выпуск с истории семьи Сафиных. Уже 3 дня, как многодетная семья с ребенком-инвалидом без дома и без средств к существованию. В их дом в селе Нижний Биябаш Апастовского района въехал большегруз. Жилище не подлежит восстановлению. Пострадали 2: сын Сафиных и водитель грузовика. То, что осталось от дома, вы можете видеть вот здесь, на экране. Почему представители районной администрации на месте ЧП появились только после приезда нашей съемочной группы и чем можно помочь семье? Тагир Валиди с места события. Не передать словами тогда уж и шок, и волнение, и все. Эти шокирующие кадры – первые минуты после ДТП. Обычный вечер в семье Сафиных внезапно прервал оглушительный удар. 40-тонный грузовик врезался в дом и едва не разрушил его до основания. Стены рассыпались, крыша съехала. Темнота, и это уже там не объяснишь. Я кричу, что случилось, что где. Потом сын появился около меня. Он говорит, это машина к нам домой заехал. Давайте скорее через окно вышлешь. Семья Сафиных до сих пор не может прийти в себя. Средний сын Айзат едва не погиб в тот вечер. И услышал гром какой-то. Подумал, ничего такого, наверное. Подошел к окну и вот услышал еще один грохот и увидел в окне фару КамАЗа. И после этого сразу отлетел об стену, к двери. И потом что-то отключился и через себя сказал, что надо просыпаться. Где мама, где братишка, их надо вытаскивать. Сказали, что я какой-то счастливый, как будто ничего такого нету, кроме ран. А могло быть хуже. Посмотрели, все тело там, все как движется, все нормально. Ничего не сломано. У водителя грузовика компрессионный перелом позвоночника. Он в больнице. Как мужчина рассказал семье, за мгновение до столкновения он пытался вырулить в сторону, но тормоза не слушались, и машина полностью потеряла управление. Размер ущерба еще предстоит оценить, ведь семья Сафиных годами вкладывала в свое жилище, чтобы обеспечить всеми условиями ребенка-инвалида. Единственное, что радует в этой ситуации, что все остались живы и здоровы. Без крыши над головой, да еще зимой. Забрать вещи из дома не могут. Есть опасность обрушения. Маму и ее 3 взрослых сыновей временно приютили родственники. Из администрации Апастовского района обещали помочь. Не дождавшись, на 2-й день Сафины поехали в райцентр. С нас просто взяли письменное заявление, просьба, чтобы нам предоставили жилье, пока временное, чтобы на улице не оставались. Пока вот прошло 2 дня после того, как написали. Новостей от них нет, ни звонков, ни приезжать, ничего. Однако после приезда нашей съемочной группы в деревню наведалась и администрация. Быстро нашелся и дом в соседней деревне. Случай такой своеобразный, вы сами видите, это не пожар и не какие-то там... что теперь? Все это теперь случилось. Самое главное сегодня обеспечить семью это жильем, теплом, благоустроить территорию и жизнь, проживание этой семьи. Сегодня вот эту семью можно перевести в это временное жилье. Временно. Там ограничений нет, конечно, но мы заинтересованы, чтобы обеспечить их своим жильем. Понимаете, речь сегодня об этом идет. Пережить зиму Сафины смогут во временном жилье. Восстанавливать дом придется за свой счет. Средств у семьи нет. Мама пенсионерка, младший сын инвалид-колясочник. 2 других работают, но доходы на селе невелики. Возможно, администрация района подключится к решению проблемы. Пока же Сафины надеются на доброту неравнодушных людей и новогоднее чудо. Тагир Валиди, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Апастовский район.
Президент республики сегодня в жесткой форме потребовал от руководства Актанышского района разобраться в вопиющем случае, произошедшем на сельском кладбище. Здесь на одной из могил был спилен крест. Президент остался недоволен разъяснениями, которые по данному факту предоставила местная администрация. Рустам Минниханов заявил о халатности со стороны районных властей. Главе Энгелю Фаттахову президент вынес строгое предупреждение. Цитата. «Подобное явление для республики недопустимо. Глава района несет личную ответственность за ситуацию. Случившееся требует самого тщательного расследования, а виновных, совершивших вандализм, нужно наказать по всей строгости закона». Президент поручил главе обеспечить все работы по восстановлению могилы с учетом пожеланий семьи усопшего. Также Рустам Минниханов указал на недопустимость разжигания межнациональной розни. Цитата. «Республика Татарстан всегда была и остается местом, где с равным уважением относятся к представителям всех религий. Задача органов власти всех уровней и в своей работе строго следовать этому принципу», заявил президент. Соблюдать меры по борьбе с ковид в новогодние праздники призвал сегодня президент России Владимир Путин. Нужно прислушиваться ко всем рекомендациям эпидемиологов и соблюдать их, если мы хотим, чтобы у нас было счастливое будущее, сказал глава государства. В Татарстане сохраняются все ограничительные меры. QR-коды до Нового года будут действовать. Но сделаны послабления для кафе и ресторанов. С 20 декабря меняется график их работы. Как в новогоднюю ночь. Иван Сафронов о каникулах в режиме ковид. Безусловно, новогоднее настроение увеличивает число контактов между людьми, и я еще раз призываю наших жителей не расслабляться. Впереди новогодние праздники, но это не значит, что ковид отступил. Продолжают действовать прежние ограничительные меры. До получения коллективного иммунитета в республике необходимо привиться еще 300 тысячам татарстанцев. Сейчас все силы брошены на предотвращение завоза нового штамма «Омикрон». В Республике Татарстан, как и во других субъектах Российской Федерации, усилен санитарно-карантинный контроль за прибывшими из стран, где зарегистрированы случаи омикрона. Наложено у нас взаимодействие с пограничной службой. Так вот, из этих стран, в которых зарегистрированы случаи, мы обследовали 144 человека. ПЦР-обследованием все результаты отрицательные. В Татарстане 4-ю неделю снижается количество заболевших коронавирусом. За месяц минус 18%. Ковид-госпитали переходят на прием плановых пациентов. Только в Казани сегодня закроются 5 пунктов вакцинации. Оперативно сокращаются койки, то есть практически, если считать с самого пика, мы сократили в половину, то есть всего сейчас развернуто более 3500 коек. Часть медицинских организаций полностью перешла на штатный режим работы. Пункты вакцинации завершают работу. Значит, на сегодня у нас функционирует 175 пунктов. Скоро в Татарстане ожидают поступления детской вакцины от коронавируса «Спутник-М». Против коронавирусной инфекции нового типа для детского населения «Спутник-М» она называется. Значит, она зарегистрирована. Соответственно, применяется для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Значит, уменьшена концентрация вирусной нагрузки и, соответственно, проводится также двухкомпонентно. На фоне вакцинации на транспорте республики восстанавливается пассажиропоток. Большинство привиты и у них есть QR-коды. Напряжение спало. Пассажиропоток за период введения ограничений подрастает. На сегодняшний день, в среднем, если брать за 4 дня будничных дня, это порядка 10% снижения до периода, когда ввели ограничения. Сейчас главный вопрос, в каких условиях пройдут новогодние праздники. Сегодня оперативный штаб принял решение: с 20 декабря по 10 января кафе и рестораны будут работать до часу ночи. Сейчас они закрываются в 23:00. В ночь 31 на 1 заведения будут открыты до 3 утра. Об этом решении предприниматели просили оперативный штаб в ноябре. На детские утренники будут допущены только переболевшие либо вакцинированные от коронавируса родители. Дело в том, что в Татарстане идет рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Иван Сарафанов, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Итак, идет снижение заболеваемости ковид всю неделю. Напомним, в понедельник было выявлено 187 новых случаев, в четверг 146. За последние сутки заболели 108 татарстанцев, 40 пациентов попали в госпитали. Для 5 ковид стал официально подтвержденной причиной смерти. Почти половина случаев заболевания приходится на Казань, немало в Набережных Челнах и Зеленодольском районе. По стране за сутки 27 743 случая заражения ковид. Скончались 1080 россиян. Накануне от коронавируса в республике привились более 6 тысяч татарстанцев.
В Татарстане началась череда итоговых годовых коллегий министерств и ведомств. Сегодня свои показатели на совместном заседании представили финансовые, налоговые и казначейские органы. Его провел Рустам Минниханов. На коллегию приехал и министр финансов России Антон Силуанов. Как отметили, рост всех макроэкономических показателей говорит о том, что после пандемии экономика оживает. Вместе с тем камнем преткновения может стать рост цен на стройматериалы. Как собираются решать эту проблему и как в целом в Татарстане обстоят дела с финансами, расскажет Дмитрий Аренин. Несмотря на то, что вы на татарском докладывали, было все понятно. Потому что финансисты понимают и без слов, наверное, видят цифры. Цифры говорят, экономика начинает оживать. Все макроэкономические показатели Татарстана растут, превышая допандемийный уровень. С учетом федеральных вливаний доходы консолидированного бюджета республики в этом году составят более 400 миллиардов рублей. Примерно в таком же объеме будут и расходы. Подводя итоги исполнения бюджета по собственным доходам, отмечу, что в текущем году планируется к завершению положительными результатами. По налогу на добавленную стоимость, поступление которого прогнозируется с увеличением к прошлому году на треть. Поступление этого без привлечения якорного для республики дохода ожидается с увеличением не только к прошлому году, но и к 2019. Основные факторы роста – это восстановление экономической активности и высокие цены на нефть, что позитивно отразилось на маржинальности бизнеса. Как отметил Рустам Минниханов, хорошим импульсом для роста экономики стали федеральные средства, в особенности национальных проектов. Я хотел выразить слова благодарности руководству страны, лично президенту, председателю правительства Антону Ильичу вам. По большому счету мы видим те большие вливания, которые каждый регион, в том числе Татарстан, получает в рамках и национальных проектов. Вот 34 миллиарда – это большие деньги, это из образования. Вот сейчас большая программа начнется по ремонту школ. Значит, идет программа по первичному звену. Вот президент проводил совещание, очень внимательно на этот вопрос обратил внимание. По поддержке малого и среднего бизнеса. Самое главное, вот тема, которая никому никогда не нужна была, это экология. Вместе с тем остается ряд проблем. Почти четверть предприятий республики убыточны. По налогам бюджету должны 8 миллиардов рублей. И в стране идет рост цен на стройматериалы. Решение последнего вопроса на уровне республики особенно интересовало Антона Силуанова. Вопрос, вот сроки двигаются или деньги добавляются? Ну, мы в этом году доходы были, денег добавили. По своим программам мы компенсировали все выражение. Да. Ну, потом, знаете, по своим программам мы материалы раньше закупили централизованно, там другие вещи профинансировали. И у нас как бы вот это меньше отразилось. Как заверил Антон Силуанов, финансирование федеральных мегапроектов в Татарстане, в том числе скоростной трассы Москва-Казань-Екатеринбург, не пострадает. Средства фонда национального благосостояния, я все время беспрецедентный объем, никогда такого у нас в истории не было. За трехлетку 2,5 триллиона рублей в экономику будет направлено. В том числе и в дороги, которые строятся в республике. Да, нет, здесь в первую очередь стройка такая Москва-Казань, да, автомобильная дорога. И Шали. Шали-Баблы и Вознесенский тракт, это федеральный бюджет. Мы здесь взяли, значит, повышенные обязательства перед Рустамом Нургалиевичем, выполняем их. Да? Да, спасибо. В целом федеральный министр позитивно оценил финансовый результат Татарстана, отметив по многим показателям социально-экономического развития республика лидер в стране. По качеству управления финансами первое место в Приволжском округе и передовое место в Российской Федерации. То есть о чем говорит? О том, что система работает, выстроена очень четко. До конца этого года в Татарстане необходимо принять бюджеты всех муниципалитетов. Они должны быть сбалансированными и бездефицитными. Дмитрий Аренин, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. В Татарстане будут полностью выполнены задачи, которые ставили при принятии бюджета текущего года. С его главными пунктами: своевременной выплатой заработной платы бюджетникам, финансированием социальных проектов, президентских программ справились на 100%. О финансовых особенностях этого года в интервью Алия Хайрудиновой рассказал министр Радик Гайзатуллин.
Радик Рауфович, здравствуйте. Здравствуйте. Радик Рауфович, бюджет на этот год, можно сказать, собирался по крупицам. Проект бюджета долго обсуждали, его приняли, но с большим дефицитом. Казна, как и в прошлые годы, стала социально ориентированной. Львиная доля за образованием, медициной, заботой о старшем поколении. Каково его исполнение на текущий момент? Действительно, год намного успешный по сравнению с 2020 годом. И все те показатели, которые мы сегодня имеем, и то, что ожидаем до конца года, нам сегодня уже позволяет делать вывод о том, что все те принятые расходы и доходы, они будут полностью выполнены. Мы ожидаем общее поступление доходов порядка 414 миллиардов рублей. Это, я имею в виду, консолидированный бюджет. Из них собственные налоговые и неналоговые доходы 333 миллиарда рублей. И сегодня вот эти цифры говорят о том, что это дает нам возможность полностью финансировать все расходные полномочия. Это заработная плата с начислениями, это плюс все социальные проекты и все государственные президентской программы. Год выдался непростым. Хотелось бы узнать, в чем особенности исполнения бюджета текущего года и на какие области финансовой системы особенно повлияло распространение коронавирусной инфекции. В первую очередь, конечно, мы говорим о том, что бюджет он социально ориентированный. Поэтому сегодня уже уверенно можно сказать о том, что все те проекты, которые у нас были заложены первоначально, все корректировки сделаны на сторону увеличения и в основном увеличение на сторону всех социальных направлений. А что касается по коронавирусу, здесь действительно у нас в основном мероприятия шли за счет федерального бюджета, но и есть часть расходы и республиканского. При этом все те обязательства, которые в бюджете были предусмотрены, они в полном объеме доведены до получателя. Несмотря на все сложности, бюджет на следующий год принят. Какова готовность к его исполнению? Бюджет республиканский принят. И принят он, вы знаете, определенным дефицитом. Объем дефицита у нас составляет в республиканском бюджете 24 миллиарда рублей. Но сегодня идет у нас и принятие местных бюджетов. Вы знаете о том, что у нас всего в республике 956 бюджетов. И республиканский бюджет, и местные бюджеты будут полностью готовы с 1 января начать финансирование. Я вас благодарю за беседу. Спасибо большое. Казанский стрелок Галевиев. Репортаж из зала суда и первые видеокомментарии с продления ареста виновнику трагедии 11 мая в Казанской гимназии читайте в интернет-газете «Реальное время». 24 декабря состоится сессия Госсовета Республики. Об этом стало известно сегодня на заседании Президиума парламента. Депутаты рассмотрят 17 вопросов. В Татарстане готовятся к принятию в первом чтении законопроекты о местном самоуправлении и введении автоматизированной упрощенной системы налогообложения для ряда предпринимателей. Будут рассматриваться изменения в бюджетный кодекс. Сегодня на заседании Президиума обсуждался проект закона о детях войны. Он предусматривает меры поддержки граждан, родившихся в годы Великой Отечественной войны. Документ после доработки будет направлен в Госдуму в качестве предложения. Вот такое постановление примем и более активно поработаем весь январь месяц для того, чтобы в феврале рассмотреть и сделать законодательную инициативу от Госсовета Республики Татарстан. Сохраняют татарский язык, передают традиции из поколения в поколение и гордятся своей семьей. В Казани сегодня чествовали победителей республиканского конкурса «Татарская семья. Берите пример». Лучшими стали 11 семей из разных сел Татарстана. Главный критерий для участия в конкурсе – в семье должны говорить на родном языке. Это совместный проект комиссии при президенте республики по вопросам сохранения татарского языка и журнала «Сюмбике». В течение года об этих семьях рассказывали на страницах журнала. Сегодня стали известны фамилии победителей. Если мы говорим о сохранении татарского языка, наших национальных культур, безусловно, все нужно начинать с семьи. Если в семье вот эта работа, вот этот образ жизни, он поставлен как надо, эта семья, она очень достаточно благополучная. Мы хотели показать именно те семьи, показать их опыт, кому удается сохранить язык, что они делают для этого. Проект получился очень интересный. Сегодня в знаменитом доме печати на Баумана в Казани открылся Китаб Клаб. В разные годы 20 века здесь собирались Муса Джалили, Алексей Толстой, Сергей Михалков и Чингис Айтматов. Это было местом притяжения поэтов и писателей как республики, так и страны. И вот сегодня история получила свое продолжение. Меню из 500 книг изучил Амир Сабиров.
Дом печати – яркая достопримечательность и объект культурного наследия. Построен в 30-х годах прошлого века. Многие годы здесь был центр притяжения литераторов и всей татарской творческой интеллигенции. Это место для поэтов и писателей знаковое. В Дом печати на Баумана приходили Муса Джалиль, Алексей Толстой, Сергей Михалков, Чингиз Айтматов и другие известные литераторы. Здесь в советское время размещались редакции газет и журналов. Был крупнейший в городе книжный магазин. В 1981 году Дом печати был включен в список памятников истории и культуры ТАССР. В 2012 году здание закрылось на реконструкцию. Занялись реставрацией и реконструкцией комплекса зданий Дома печати. Хотели сохранить максимум того содержания, которое было заложено в те далекие 30-е годы. В последние годы в здании располагается гостиница и тот самый книжный магазин. Сегодня открылся литературный клуб. И многое теперь напоминает Дом печати. Теперь каждый здесь может провести время со вкусом и пользой. В меню порядка 500 книжных изданий на татарском и русском языках. Это место намоленное тут десятками лет. Это дух читательства, дух книги был, всегда присутствовал. Я думаю, это будет отражаться. И это как раз такое прекрасное, шикарное место, где писатели, люди культуры, искусства могли бы встречаться со своими поклонниками. Многие книги, которые изданы и вот сейчас являются раритетными, которые здесь тоже выставлены, часть из них, они были не только здесь отредактированы, подготовлены, но и напечатаны здесь. Символичный книжный торт в честь нового общественного пространства столицы. В книжном клубе планируется проведение творческих встреч с писателями, автограф-сессий и презентации книг. Амир Сабиров, Олег Мыльников, ТНВ, Казань. В Казанском федеральном университете сегодня открыли бюст великого писателя Сергея Аксакова. Автор сказки «Аленький цветочек», литературный и театральный критик, государственный и общественный деятель Аксаков считается и первым студентом университета. Увековечить его память в год 230-летия писателя и в год родных языков и народного единства было инициативой Русского национального культурного объединения. Ее поддержал президент республики. Бюст высотой почти 3,5 метра выполнил скульптор Салават Щербаков. Композицию расположили во дворе университета рядом с бюстом Льва Толстого. И я помню свою первую экскурсию в императорский зал нашего университета, а она была традиционной для первокурсников, когда нам показали 3 портрета. И первым был образ Сергея Тимофеевича Аксакова. Рядом с ним, конечно, Николай Лобачевский и Лев Толстой. И теперь эта гармония состоялась. Все 3 образа находятся рядом с университетом. Для республики знаковые события для Казани. И, безусловно, это знаковые события для Казанского федерального университета, потому что так случилось, что фамилия Аксакова была первой в списке студентов, которые после гимназии поступили в 1804 году, сразу были зачислены в Казанский императорский университет. В художественной галерее «Позис» в Зеленодольске открылась выставка народного художника Татарстана Фарита Валиуллина. Заводчане здесь могут познакомиться с культурой и традициями народов республики. Подробности далее. Вот работа, скажем, у большой реки. О картинах рассказывает сам автор, художник Фарит Валиуллин. В галерее «Позис» это первая персональная выставка. Эта галерея, она создана уникально. Она создана на территории завода, причем старинное здание. Так, на заводе приобщают работников к миру искусства, чтобы в перерывах от работы сотрудники могли поближе познакомиться с культурой. Такой подход к работе – один из элементов кадровой политики «Позиса», холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех». Мы всегда придерживались и придерживаемся, чтобы вот все было гармонично. И производство, и искусство, они, если будут вместе идти, продукция, произведенная в Татарстане, произведенная в России, будет лучше. Помимо работы еще должно быть все-таки искусство, должно быть развитие духовное. Увидеть выставку Фарита Валиуллина заводчане смогут до конца года, а дальше в художественной галерее «Позис» организуют другие экспозиции. В планах сделать музейный комплекс завода интерактивным и мультимедийным. На этом все. Я напомню, что все новости вы найдете на нашем сайте в интернете, а также на наших страницах в соцсетях, ВКонтакте, Инстаграм. Всего вам доброго. До встречи.
Встречай Новый год в любимом месте. Оздоровительные лагеря компании «Татнефть» приглашают на зимние каникулы. «Солнечный», «Факел» и «Чайка» ждут вас. Профильная программа, креативные мастер-классы, спорт-бассейн и пятиразовое питание. 8 917 920 15 95. Действует спеццена, подробности на сайте social.tatneft.ru. Nissan в РРТ купил, скидку 200 тысяч и резину получил. Автоцентр РРТ 212 30 10. Впервые в ювелирном салоне «Яхонт». Грандиозная распродажа ювелирных изделий со скидкой 60%. Бриллианты, золото, серебро. От классики до самых современных новинок ювелирной моды. Успейте купить свое украшение в «Яхонт» со скидкой 60%. Потому что количество товара ограничено. Такое предложение не повторится. Воспользуйтесь своим шансом. Спешите в «Яхонт» на распродажу. АО «Тата Агролизинг» осуществляет продажу новой ИБУ сельхозтехники. Отдел продаж по телефону в Казани 203 8602. Если этот праздник ждал ты очень, есть один совет простой. Покупай в Фармленде все, что хочешь, получай подарок свой. В аптеках «Фармленд» вас ждут подарки за покупки. Фармленд что надо? Срочно нужны деньги? Мы поможем. Порадуйте себя и близких уже сегодня. Оформите заявку в офисе вашего города или на сайте centrofinance.ru. Телефон 8 800 777 37 37. В мире много вещей, которые лучше, чем наркотики. Котики, тортики, спортики, мотики. Делай правильный выбор. Выбирай свое. Светлая долина. Старт продаж новых домов. Забронируйте квартиру на сайте akbarsdom.ru и по телефону в Казани 212 26 76. Здравствуйте! Новые порции холодного воздуха начинают поступать в Татарстан, и в предстоящие сутки температура будет понижаться. Об этом чуть позже. Не откладывайте заказ в вашей новой кухне. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца декабря доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, погода не по сезону тепло в Бугульме, Бавлах, Азнакаево. Будет облачно. Снег с дождем в первой половине дня, к вечеру снег и станет прохладнее. К вечеру подморозят и в Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге. Не обойдется без осадков. Пасмурная и сырая погода в Агрызе, Менделеевске, Актаныше. Мокрый снег ночью и днем, вечером снег и понижение температуры. В Арске, в Кукмаре, Балтаси также температура в течение суток будет понижаться. Мокрый снег перейдет в снег. В Болгаре, Дрожжаном, Буинске относительно тепло. Тут -2. Но уже в последующие дни заметно похолодает. Синоптики обещают мокрый снег, переходящий в снег. В Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше температура ночная и дневная схожие, около 2 градусов ниже нуля. Пройдет снег с дождем. В воскресенье мороз продолжит крепчать, но пока до нормы ему далеко. Ожидаются снегопады. Гиделикс, капли и сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьей. Гиделикс облегчает откашливание и оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения, не содержит спирта и сахара. Кто это у нас соберет все лайки? А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. В Доктор Ост обращаются с самыми тяжелыми заболеваниями позвоночника и суставов. Более 70 тысяч пациентов нам удалось спасти от необходимости проводить операцию и ставить протез. Приходите в Доктор Ост. Убедитесь, что вернуться к жизни без боли – это просто. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. В
Казани по-прежнему облачно. Ожидается снег с дождем в первой половине дня. К вечеру снег. Дневная температура -2, а к вечеру подморозит до -4. Ветер северо-западный, слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха высокая. Магнитное поле Земли спокойное. И еще одна полезная информация. Санчи – сокровище китайской традиционной медицины. Дает энергию, укрепляет иммунитет, повышает качество сна, улучшает самочувствие, способствует снятию усталости. Санчи – источник энергии и долголетия. В аптеках Farmland с 20 по 30 декабря 2021 года скидка 20%. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.